Состав материала для изготовления волшебных палочек. 230 мл строительного клея ПВА. 10 грамм туалетной бумаги. 10-12 столовых ложек пшеничной муки. 6 столовых ложек шпатлевки на гипсовой основе. 1 столовая ложка растительного масла. 1 столовая ложка жидкого мыла. Все хорошенько перемешиваем. Если масса получилась слишком жидкой, добавляем немного муки. Эта волшебная палочка длиной 11 дюймов из астролиста, сердцевина из пера Феникса, принадлежит Гарри Поттеру. Палочка Поттера необычна, у нее есть близнец, сердцевина которой тоже содержит перо из хвоста того же Феникса, но сделана из тисового дерева. Первая палочка-близнец сделана из тиса и выбрала своим хозяином Тома Марвела Редла, который впоследствии стал называть себя лордом Волан-де-Мортом. То, что палочки-близнецы выбрали хозяевами двух непримиримых врагов, сыграло большую роль в дальнейшей их судьбе. Как мы знаем, первая волшебная палочка Рона Уизли сломалась из-за того, что они с Гарри взяли без спроса автомобиль отца. Она досталась ему по наследству от брата Чарли. Палочка была сделана из ясени и была 12 дюймов длиной, ядром палочки служила шерсть единорога, и она уже тогда была старой и потертой. Новая палочка Рона сделана из ивы и имеет длину в 14 дюймов. Рон весьма долговяз, размах его рук очень большой, поэтому и палочка для него должна быть длинной. Примечательно, что внутри второй палочки тоже находится волос единорога. Палочка Гермионы Грейнджер сделана из древесины виноградной лозы, 10 дюймов в длину, и содержит сердцевину из сердечной жилы дракона. Девочка приобрела эту палочку в 1991 году перед поступлением в Хогвартс. Примечательно, что сердцевину из различных частей дракона имеют палочки волшебников, умеющих держать свои эмоции в узде.
Палочка Драко Малфоя сделана из боярышника, с волосом единорога внутри и имеет в длину ровно 10 дюймов. Она была куплена в магазине Оливандера. Это была обычная волшебная палочка, служившая своему хозяину по мере сил и возможностей. Но Малфой вступил в ряды пожирателей смерти и получил задание от самого Волан-де-Морта. Темный лорд велел юноше убить своего старого противника, Альбуса Дамблдора. Mummy, have you seen my jumper? Yes, dear, it was on the cat. Hello. What did I do? Первой волшебной палочкой Невилла Долгопупса стала палочка его отца. Надо полагать, что эту палочку подарила внуку его бабушка, Августа Долгопупс. Очевидно, миссис Долгопупс очень хотела, чтобы Невилл стал похож на ее сына, которого она очень любила и болезнь которого остро переживала. Вторая палочка подходила Невиллу намного лучше, ведь она сама выбрала его. Как бы ни была хороша старая отцовская, она не могла подойти мальчику идеально. Она была сделана из вишневого дерева с начинкой из волоса единорога, длиной в 13 дюймов. What did I do?